Акылбек Джапаров утверждает, что он не имеет отношения к отелю «Дамас». Действительно, это так. Владельцем является офшорная компания на Мальте, и она связана с близкими самого Акылбека Джапарова. А как? Смотрите в расследовании. Всем привет! С вами Актилия Капаров на канале Болото Тимирова. Это Москва. Тут работают сотни тысяч молодых кыргызстанцев, и глядя на этот снимок, вы можете подумать, что она одна из трудовых мигранток. Но это не так. Девушку зовут Гуляим Джапарова. В Москве она проходит курсы у известных российских визажистов. К примеру, 5-дневный авторский базовый курс у Гоар Аветисян стоит как минимум 100 тысяч рублей. Тут 20-летняя Гуляим отдыхает в Таиланде, а тут в Объединенных Арабских Эмиратах. А эти снимки сделаны в столице Великобритании, в городе Лондон. А ее брат ведет не менее шикарный образ жизни. Здесь Султан Джапаров в прямом смысле на гелике, а тут за рулем Лексуса, ну и отдых, одежда, часы и другие аксессуары. Листая страницы Султана и Гуляим в соцсетях, нам стало интересно. Может, их родители действительно успешные люди. И мы не ошиблись. Отца зовут Рахатбек Джапаров. Он заместитель председателя Госслужбы исполнения наказаний. Итак, смотрим его биографию и выясняем, что Рахатбек Джапаров посвятил всю свою жизнь служению народу. И на его имя нет ни одной фирмы. Но она есть у его жены, Нургуль Алимовой. Она соучредитель в компании ОСО «Байкал». По данным портала «Открытый бюджет», с 14 по 21 годы эта фирма заплатила налогов более чем на 650 тысяч сомов. И портал Карчек показывает, что на имя Нургуль Алимовой зарегистрированы целых 3 автомобиля, а на Рахатбека Джапарова нет ни одной машины. К сожалению, в открытом доступе мы не смогли найти его декларацию. Так, Джапаров Рахатбек. Очень знакомая фамилия. И как вы думаете, он родственник президента Садыра Джапарова или же замглавы кабинета министров Акылбека Джапарова? Ну ладно, не буду вас томить, он родной брат Акылбека Джапарова. Семья Джапаровых успешна не только на госслужбе, но и в бизнесе. Однако, когда вопрос касается гостиницы «Дамас», Акылбек Джапаров просто отрицает все связи с этим отелем. Бұл Алаторрент деген жоопкерчилиги чектелген коом кожоюндук кылат экен, аны сиз тиешебиз жок. Дамас Hotel International деген фирмага дагы тиешебиз жок. Давайте попытаемся разобраться, связаны ли близкие Джапарова с отелем «Дамас». Поехали! На этом снимке племянница Джапарова отмечает день рождения в Дамасе. А на этой фотографии в той же гостинице празднуют день рождения уже самого Акылбека Джапарова. Так, идем дальше. Заходим на сайт Patent.kg и узнаем, что товарный знак «Дамас Hotel» зарегистрирован на компанию Глобалика Holdings. Руководит этой фирмой Абыкеев Уламбек Сартбаевич. И по данным издания «Политклиника», в 2011 году он был доверенным лицом тогда еще кандидата в президенты Акылбека Джапарова. А учредитель этой компании – иностранная фирма Глобалика Holdings Limited. Кстати, а еще пользователь LinkedIn под ником Максат Акылбекович указал, что он генеральный директор Глобалика Holdings Co. Ltd. А у Акылбека Джапарова действительно есть сын, и его зовут Максат. Фирма Глобалика Holdings также была соучредителем в компании «Дамас Фарм». А второй соучредитель – это жена Акылбека Джапарова, Джапарова Анара Барактабасовна. Эту организацию ликвидировали в 2016 году. А о том, как окружение Акылбека Джапарова связано с крупнейшей компанией на Мальте по организации офшорного бизнеса, смотрите далее. По данным базы OCCRP, собственником компании Глобалика Holdings Limited числится фирма Perfin Services Limited, а собственники этой организации – мальтиец Питер Мама, Кристиана Бусони и Эрика Иза. Питер Мама числится руководителем в 286 организациях, а Эрика Иза – руководитель в 56 компаниях одновременно. Я даже представить себе не могу, как один человек будет руководить десятками, а то и сотнями компаниями. Впрочем, мы бы этого и не узнали, если бы не крупнейшее расследование OCCRP под названием «Райские документы». В 2017 году общественности стали доступны 13 миллионов документов, в том числе о владельцах офшорных компаний. Расследователи тогда выяснили связи офшоров с известными политиками по всему миру. Судя по публикациям зарубежных СМИ, Питер Мама – владелец крупнейшей на Мальте фирмы Merche & Mama. Она оказывает услуги по организации офшорного бизнеса. Мама еще вел бизнес в России и в Украине.
Там учрежденная одной из его компаний фирма Benish GP Украина выполняла заказы МВД и Министерства экологии. Среди ее клиентов также были Государственная фискальная служба, Украинская железная дорога, Укрпочта и даже Рошен Петра Порошенко. При этом содействие в получении госконтрактов господину Мамо оказывали высшие чиновники Украины, с которыми, как писали украинские СМИ, мальтийца часто видели в ресторанах. А издание «Коммерсант» и вовсе считает Питера Мамо инициатором создания офшорной зоны на Мальте. Итак, продолжаем дальше выявлять связи родных и близких Джапарова с офшорами. Эту фотографию с описанием «Большая семья с каждым годом все шире» опубликовала еще одна родственница Акылбека Джапарова. И на этом семейном снимке мы замечаем замминистра экономики и финансов Ильдара Алишерова. Кстати, Алишеров числится руководителем фирмы Alphatronics, а учредитель – иностранная компания Alphatronics Limited. Опять же, открываем базу OCCRP и выясняем, что директорами Alphatronics Limited выступают те же люди – Питер Мамо и Эрика Иза, а собственник тот же Perfect Services Limited. Вот это уже вторая связь. Давайте проверим, может быть, жена Акылбека Джапарова тоже связана с этими офшорами. Итак, осенью прошлого года финполиция Кыргызстана заподозрила ОАО МИС в уклонении от налогов в особо крупном размере. И как сообщает агентство Кабар, основными акционерами этого ОАО являются жена Акылбека Джапарова и офшорная компания Eurasia Capital Limited. А на Мальте есть фирма с таким же названием. Директоры – наши старые знакомые Питер Мамо и Эрика Иза. Идем еще дальше. В Кыргызстане офшорная компания Eurasia Capital Limited вместе с иностранной фирмой Oracle Investments for CIS and Eastern Europe Ltd числится соучредителями ОСО Алатой Impex, а бывшее доверенное лицо кандидата Акылбека Джапарова Уланбек Абыкеев значится как руководитель. Даже тут все дороги ведут на Мальту. Согласно базе OCCRP, Perfect Services Limited, Питер Мамо и Эрика Иза указаны собственниками и директорами последней фирмы. Таким образом, у нас получилась вот такая графика в форме сердечка. Есть только косвенные связи Акылбека Джапарова с офшорными компаниями. Но чтобы расколоть это сердечко, дело за малым. Найти прямую связь Акылбека Джапарова с фирмой на Мальте. Но для того и существуют такие офшоры, чтобы это сделать было невозможно. Ну и напоследок мы расскажем о чудесной лояльности государства к близким Акылбека Джапарова в 2009 году. Начнем с самого отеля «Дамас». В мае 2009 года владельцем становится непонятная организация под названием «Собственники жилых и нежилых помещений». А на сегодня нет сведений об этой компании. А уже в октябре 2009 года в кадастровой службе появляются данные о новом владельце Чолпон Абдрахмановой. И если верить кадастровым документам, до марта 2010 года у земли было два владельца. Сама Чолпон Абдрахманова имеет отношение к доверенному лицу Акылбека Джапарова на президентских выборах, что и выяснили наши коллеги из издания «Политклиника». У кого была куплена земля, записи нет, но в тот же 2009 год мы видим, что государство весьма лояльно к близким Акылбека Джапарова. Так, мэрия вдруг решила продать целое здание невестки Джапарова, Нургуль Алимовой. Сейчас оно принадлежит матери Акылбека Джапарова, Бегаим Саринджиевой. И там бильярдный клуб под названием «Султан». И в тот же 2009 год на тот момент премьер-министр Игорь Чудинов вдруг решил подписать документ о трансформации сельхозземли в селе Кокджар. Владельцем 18 гектар уже трансформированной земли стала мать Акылбека Джапарова. Сейчас там жилмассив. Земля в те же времена была поделена на участки и продана. К сведению, сам Акылбек Джапаров был министром экономического развития страны, а Игорь Чудинов впоследствии становится депутатом парламента с той же партией, что и Акылбек Джапаров. Вот такой у нас ныне приближенный и соратник президента с одинаковой фамилией. Сейчас Акылбек Джапаров, так же как и в 2009 году, министр экономики и финансов. Интересно, какие еще льготы и земли получат близкие Акылбека Джапарова на этот раз? И какие еще появятся компании с владельцами из офшорных зон? История повторяется. С вами был Актиль Капаров. До новых встреч!